по лесу дорогу и смогли вышли в одиночке на поперечных камнях. И тот человек, который видит 7 камней перед громком, то есть все братья вместе, это предвечное счастье и богатство. Сегодня я вам покажу три, значит, я покажу описание по лесу Барабова. Все наши каменные вербежонки по правой стороне, остальные фуртку слева также спереди. И поэтому смотрим вправо наши автобусы. Верблюжонок, видите? На холме сидит у горбы маленький каменный верблюжонок. Видим? Вот. Это на самом первый наш верблюжонок. Такой маленький такой каменный верблюжонок. И второй наш верблюжонок тоже будет по правой стороне сидеть сверху на скале. Он у нас одногорбый. То есть берешь штырнарчик. Сверху на скале сидит. Одногорбый такой верблюжонок. Вы видите, да? Похож? Поздравляю, теперь я не одна их вижу. Теперь давайте посмотрим с вами вперед, вглубь леса над дорогой, вперед, над дорогой, вперед. И там у нас лежит такой большой камень. Он напоминает лежащего льва. То есть большая вот эта грива, и по правой стороне его тело. И теперь над дорогой, вглубь леса. Такой большой камень лежит спереди. Нос, видите? Голова, справа туловище. Он напоминает лежащего льва. Сам зверей. И теперь ориентируйтесь по моей руке, смотрим влево, вперед, вниз. Там мы видим, как крокодил уползает с обочины. У него даже такой желтый глаз будет. Желтый глаз слева, видите, крокодил. Слева стороны. Вот сейчас его красная машинка закроет. Оранжевый. На дорогу вроде как уползает. И по правой стороне с камнем похожий на камень. Удивительно, да? И на самом деле здесь у нас участок называется Поляна Дастарханова. Почему Поляна Дастарханова? Потому что очень много камней, напоминающих казахские традиционные столы. Правда, их могут историки пересмотреть. Также есть легенды, что когда Всевышний села рай, то многие люди, птицы, животные не поверили, что в этом месте могут собраться молодые красоты. Тогда они поспешили сюда, чтобы в этом убедиться. Но в том, что они усомнились в силе Всевышнего, Всевышний придет себе ко мне. Это лишь потому, что у нас очень много камней, и сказал, причудливо вам, добавляя туристических животных, предметов и людей. И сейчас смотрим вправо в наши автобусы и ищем нашего третьего верблюжонка. Нашли? Вот он сидит. Он сидит по правой стороне на плоском камушке. Вы видите, да? Ну, а, собственно, сегодня вам тарифы показала. Значит, их попробуйте теперь найти сами, гуляя по лесу, по Львову. И также здесь он начинает заложить 8 против. Это Симонайский родник, гора Буликов. Если гулять с этой верблюжонкой вглубь леса 300 метров, около 600 метров, то родника тут будет Симонайский. Она будет даже лесом и елом. То есть водичка будет петь, свободно играть. И гора прочь, гора Буликов, 47 метров. Сложно будет 15 минут. И вы даже не для этой горы. Если я вам это покажу наши третьей строчки, а сейчас вы заметили поляну Блайхана. Поляна означает Блайхана. Так как остановка поляна не использовалась. Она проходила как гостевая ставка. Там проводились маленькие соревнования, маленькие мероприятия по разрушению Блайхана. Также вся поляна с особым микроклиматом. На 2-3 градуса теплее, чем да, сейчас мы с вами здесь едем, здесь у нас холоднее. И также вся поляна конусообразная, да, уходящая в высоту на 70 метров. Она, как правда, зеркало нравится очень общее. То есть нужно витамины цвета на всего остальное, то, что она отражает. И также почему-то много теплее, чем в целом, это большая гранитная плита от солнца быстро нагревается и очень долго остужается. Поэтому это будет теплее. И также вся полюбовь состояла и установлена в честь юбилея Блайхана 250-летию. И загадаю желание у трона Блайхана, где его возводили на белом кашме, ханом среднего жуза. Поэтому считается как Хиель, священное место, и там вся нельзя обойти. И мы с вами вперед. И такая большая скала треугольнообразная. Это скала Охшет-Пес. 300 метров ее высота. Также сюда делается восхождение. Но если посмотреть на самый верх, самую вершину, то мы с вами можем увидеть слоника, лежащего на животе. Без лапок, без ножки, без хвоста. Только с левой стороны начинается крюкообразный хобот, голова и все остальное тело. Вы видели? Берем не всю скалу, берем самую вершину, самую вершину. С левой стороны крючок видим? Крюк. Это хобот, голова и все остальное его тело. Если приглядеться, то на спинке там такой квадратик, как будто индийские слоники же с ковриками на спинке же ходят. На спинке. А это скала Охшет-Пес. Теперь с этой скалы идет на такую полукруглую гору за стелой. Возле нее такая идет остренькая и маленькая, остренькая. Это скала Эшкос. 3 сестры. То есть старшая сестра, такая полукругленькая, остренькая, средненькая и младшая, самая маленькая. И также, если взять старшую сестру и среднюю сестру, то мы с вами можем видеть большого ежика, лежащего на спине. Кругляшок, это его пузико, носиком вверх лежит большой ежик.
Видим? Нет, еще не видят. Девушка внизу смотрит не туда, видим, вот такая полукруглая гора. После нее идет такая остренькая. Большой ежик лежит на спине. Берем обширно. Сейчас. Нет. Это так не пойдет, смотрите. Это его животик, носик надежда. Вот. Если приглядеться, у него даже ротик открытый, лапка есть. А сосна служит за его. Вот лапка есть ниже, где шея, видим? Маленькая лапка такая. Вот, это у нас ежик. Ну, мы его называем беременный ежик, спящий ежик, ежик в тумане, это даже пьяный ежик бывает. Видите, как с конца животика ежика идет по всю эту гору. Это вся гора Кокшетау. Коксини гора Тау. На русском ее называют Синюха. 147 это самый высший пик. Также да, делать восхождение. Если посмотреть на гору, видно такой светлый участок леса на горе. Это с 97-е годы прошли очень сильные пожары. Пожар тушили почти что 2 недели. Сперва тушили кукурузниками, а потом снимали всех мужчин с работы, с заводов и отправляли сюда, чтобы они тушили. А и там, честно, растет березка, так как березка восстанавливается быстрее, нежели сосна. И сразу скажу, хочу сказать, что там природа сама восстановилась. Люди туда ничего не садили. Природа сама восстановилась, и поэтому. И сосна, березка, то есть цветом отличается, поэтому слишком светлый участок леса. И смотрите, если я вот так вот стою, смотрю на гору, самую вершину, то вижу плоский камень на горе. Самый вершина по хребту. Это чертовая катушка. Говорят, что черти катались, накатали такой прямой участок. А то есть по природе туда молния ударила, и кусок камня просто отвалилось. И смотрите, с этой чертовой катушки иду по правую сторону и вижу конусом торчащий корабль. Корабль, да, корабль, лодка, кемер, кайф, все это. Видели кораблик? Да, вот он. Да. Если приглядеться, и сосенка, вот там капитан за штурвалом сидит. Шляпик такой, знаете, как Джек Воробей. И теперь смотрите, посмотрим давайте на порядок. Видим самую последнюю юрту с левой стороны, такая большая. И за ней такие серебряные ступенечки. И там, то есть, вы когда в любом случае пойдете гулять, вы увидите, как кто-то там в гору, скажем так, в лес забирается, там еще ступенечки. А не как. По часовой стрелке 7 кругов. Почему 7? Потому что это священное число казахского народа. Почему по часовой стрелке? Потому что вы загадываете желание на будущее, а не на прошлое. То есть одно желание 7 кругов, 2 желания 14 кругов, 7 желаний 49 кругов. Так и добавляете. Но я думаю, пока что вам одного желания хватит, чтобы быть там все время. Если посмотреть, если отлично понятно, что следующее есть. Ясно? Да. Отдыхается на очень. Иначе не логически, что конечно, на самом деле, очень хорошо говорит, она с вами и на вкус я даже создать взятое место, посмотрите. Если вы работаете на русские селекции, здоровье, снова связано с этим. Слышно проводит, то есть, да, где сосновый бар, там и Бурабай. Даже у нас в Казахстане, с области Казахстана. А Бурабай – это уже сложная казахская. Наверх дышать не знаю. Я уже говорила, что Бурабай – это легенда, и одна из них очень наших знакомых дышей. И один из них – как белый снег красавец. Ура! Спокойно. Теперь пойдет. Красота Божья. Если бы он лучше не переживай, надо. Конечно, он пытался перебросить народ в предыдущем где поднимался за высокую точку Кокшетау, значит, он поддерживает опять скажет, по поводу Алоса, земля увлекается скал, детство собирается в насиженные места, сказал черный мальчик. Никуда не понимаешь, что происходит. Ведь собирается вместе, через свет, как надевать башни. Еще почитала, делать не без ней, жили вершины строить сад, да ах, было шуточно. Озеро, а у нас даже здорово.
озеро Боровое, еще называют его Ауле-Коль, потому что Ауле переводится как священное, Коль священное озеро, потому что Бура приходил в это озеро, омывался, исцелялся свои раны. Это озеро было для него священным. А озеро Большой Чубач еще называют Айна-Коль, потому что оно как зеркально, то есть отражается зеркально, поэтому назван Айна-Коль. Ну, то есть это как казахский такой вариант, скажем, названия озера. То есть Боровое озеро называется Боровое, и также его называют Ауле-Коль. Но Ауле-Коль не так часто употребляется, это так просто. Ну так, народная. Да, народное именно. Вообще географическое это Боровое. Это та самая ракушка, которая была посажена в 80-х годах. Ну, символично, Боровая, жемчужина Казахстана. Также, если хотите почувствовать жемчужину Казахстана, то можете внутри сфотографироваться или просто постоять. И теперь давайте все с вами посмотрим вперед. Видим, это большая гора за березкой. На горе два холма видим? Спереди. На горе два холма видим? Отвечайте, да, нет? Да. Видим. Оперативненько. Два холма, и посмотрите, два холма это как два горба верблюжонка, спинка верблюжонка. По правой стороне идиотка, длинная шея, это тележка, каменная голова. Значит, у нас гора Бурабай, через которого и нас душка. Вот там не полностью такой верблюд, который бежит там куда-то, просто знаете, как будто в горе два горба, шея, его каменная голова. Вы видели, что они верблюжонка? Все увидели? Да. Хорошо. И теперь смотрите, можете привстать на бордюр. Аккуратно смотрим по ту горы за соснами. Там у нас находится гора Чикибатор, одинокий рыцарь, либо спящий рыцарь. Это с каменное мужское лицо, смотрящее небо, вот таким положением, то есть он лежит на спине. Ну, смотрим слева направо, такая остренькая, первая начинается шлем батыра, вторые глазные падины, брови, третья снова шишка, бородавка, пятая, 6 кубки, каменная борода. То есть это шлем батыра, глазные падины, брови, шишка, кубки, каменная борода. Ускоренно смотришь левый шлем, глаза, борода, теперь может так, это барабан. Два горба, видите? Два холма, видите, на горе? Это два горба верблюжонка, спинки верблюжонка. А правда видите, такая длинная шея, и за тележку каменная голова. Это с гора Боровая. Ну, это чаще сами верблюжонка. Не полностью верблюд, просто читание. Так, ребята, увидели, да, горы Чикибатор? Если не увидели, могу по телефону показать. Значит, смотрите, ребята, у меня сейчас ровно 50, давайте в 13:00. У нас есть несколько видов сосны. Но самая популярная это сосна обыкновенная казахстанская. Также она встречается в Баяноле, в Каркарминске. В чем все дело? Как корневая стена сосны? Если вы гуляете по Боровому или только будете гулять, то заметите, что вся корневая стена находится на поверхности. И по ним, как по ступенечкам, можно забираться. Почему так происходит? Почва так как бы на ней все сложно скалы, потом всякие и создать видов на и также один удар сосны. Вот рядом здесь тон кислорода. Ровно 70 человек чисто сосны. Представьте, здесь чисто воздух. Поэтому дышите глубже, дышите много. Также можете пакетик с собой продумать. Но думаю, ребята, когда приехали с России, вы будете логично, можно развести пакетики и прочее, и также ставите концерт, то есть смесь кислорода очень для организма человека. Ребята, которые приезжают с больших городов, берут Пакистан и возбуждение спачку, постоянно это нормальное состояние. Значит, действует воздух нашего головы. Идет гипервентиляция легких, получают чистый воздух, чисто воздух. Это такой некий эффект организма. В принципе, через пару дней организм ваш. То есть даже климат здесь не сходит, и сейчас мы с вами недалеко будет, в принципе, поля много экрана, можете посмотреть на сторона, право наш автобус. Ну, то есть на поляне нет очень вся загадывает желание утром, на около экрана также по желанию можете взять чекать нет на счастье, на угадывать казахское колесо, одежду, платье, спельки, покрытие, сыр, жонку, лошадка, спорил, сверху, то есть со всеми уже посмотрится. Видно, на горе, наверное, стоит бабушкин сундучок с приоткрытой крышкой. На самом верху. Похоже, да, на сундучок? Да. Он так и называется. Бабушкин сундучок.
практически ничего не осталось. Лишь кулачки из частиц. Дайте мне флаг. Подчеркнула, но не щедрость становится. Розовой стекле. На высокие горы, сопки покрыты хвойными лесами, скалы. Вот что ты говоришь? Это свои картины. Вот такого с маленькой легенды, но как же создался наш край. И сейчас мы с вами проезжаем, и просто недалеко нам озеро, так просто фотографировать это озеро. Это озеро Парагоя. Кстати, купались? Как водичка? Холодная. Да, потому что да, я как спрашиваю, как водичка. Холодная, мокрая. Да, галдится. Знаете, почему вот, то есть, вчера да, позавчера, потому что ночью ночью очень холодный, поэтому да, у нас оступилось. Кстати, знаете, озера какие порог? Название озера? Щучье, Водоргой, еще. Можете говорить, поскольку то есть я за неправильно ответил свои. Чебачи, такой, знаешь? Да, давайте. Уже есть что-то, точно знаете, порог. Ну, то есть, как, кстати, я тихонько писала, что в крайне 70. Вот это были эти 80, а вот эти 80, знаете, 14. И также из этих 14 озер, из 5 озер, это самые главные и самые основные. Это озеро Большое Чебачи, Малое Чебачи, озеро Щучье, Кутыркульское и Паровое, которое как раз таки сейчас мы с вами проезжаем. Площадь его составляет 900 гектаров. Протяженность береговой линии 11 километров. Максимальная глубина 6-7 метров, средняя 3-4 метра. Поэтому это озеро у нас очень быстро нагревается и очень быстро остужается. Ну, то есть достаточно 2 теплых дня, чтобы пойти потом искупаться. И 2 холодных дня, чтобы пойти искупаться. Потому что, ну, то есть за счет его своей глубины, оно быстро нагревается и быстро остужается. То есть представьте, что озеро Паровое, что большая тарелка. Ну, то есть тарелка видна, глубина поступает по И так как геология края тесно связана с изучением глубины. Раньше все было под водой. Если было большое, сложное море. То есть движение тектонических плит начали образовываться подземные бассейны. То есть вся вода начала уходить под землю. Из этого большого моря остались озера, которые мы называем озеро, Паровое. Озеро Большое Чебачи сверху вниз спускаться, но если мы будем приехать, так как он находится намного ниже, чем озеро Паровое. И также озеро Большое Чебачи считается как самый чистый, самый кристально чистый водой. Если вы лучше уже самостоятельно гулять, отдыхать, то есть купаться, то можете сходить и искупаться. Ну, там вода будет намного прохладнее, так когда вода будет побольше, и территория побольше. Ну, допустим, озеро Паровое на самый глубокий берег 6 метров, а озеро Большое Чебачи 38 метров, самый глубокий. А также его Большое Чебачи не считается как самое глубокое озеро, но самое глубокое озеро это Щучье. Там 40 метров глубина, и вода намного глубже. Подземная реки, когда вода переливается с земли, озеро падает намного. И сейчас мы с вами будем проезжать Голубой залив. Или же Голубой залив. Там на 18 метров глубины находится скала. Скала Жумбахтас. Доклад 5, подписи 30, задать, кто вроде, это не знаю. Мы с вами тоже будем отгадывать чем-то загадку. Жумбахтас переводится как камень загадки. Почему так называется? Как это сейчас будет и посмотрим. То есть на большой скале мы будем наблюдать разные профили женщин. Юная девушка у нас будет превращаться в старушку. Поэтому смотрим влево от нашего автобуса, и тогда в воде возвышается каменная скала. Мы сейчас туда вылезем, вот в воде. Вот водичка. Это скала Жумбахтас. Как мы с вами наблюдаем? Мы с вами берем самый верхний камень, то есть пласт камня. По правой стороне у нас будет появляться профиль лица. По левой разрываются волосы по ветру. На голове у нас ячеечка. Там даже есть березка, прозрачные реснички. И сейчас пока что страшненько, у нас будет сейчас выделяться, и туда будет красиво. Немножко. Вот, носик постепенно заостряется. Вот. Сейчас мы с вами профилированную молодую девушку видели? Да. Точно? Но по мере движения автобуса она у нас стареет. Глазные впадины становятся более глубокими, волосы растрепанные, березочка исчезает, появляется каменный морщин, нос удлиняется. Сейчас мы с вами как старушки. Вот она вот видно стояла. Да, то есть это то, что не похоже на шапокляк, а россияне обычно говорят, что они похожи на крестьян пока. Это правда? Да. Итак, то есть если кто-то вдруг не увидел, как она у нас приезжала, специально на обратном пути, хочу видеть более приятный процесс, как она молодец. Видите, вы
бей дегенде біз күллі